Времени мало, новых объектов и строительных площадок в регионе много. Потому программа делегации насыщенная. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на равнинной части Ингушетии первым делом посетил комбинат детского питания в Алиюрте. Руководитель предприятия Ислам Гагиев рассказал, как идет работа и о реализации продукции. Как я говорю, у нас технологические поправки произошли, это буквально в мае месяце. После мы спроектировали новые дополнительные узлы, которые, скажем так, я вам говорил, есть некоторые сложности. Что позволит вам делать это? Это позволит линию самостоятельно запустить полностью весь процесс, то есть с начала до конца. Сейчас у нас все поэтапно идет. Тот зал, потом этот зал. Это оборудование, которое нам позволит производить еще кукурузные палочки и позволит производить панировочные сухари. Комбинат детского питания «Магаз» – это инвестиционный проект, запущенный на базе простаивавшегося завода в Алиюрте. Полная мощность производственной продукции – 2,5 тонны готовой продукции в смену. Предприятие специализируется на изготовлении сухих смесей и круп для детей от 6 месяцев. Каш быстрого приготовления, безлактозных, молочных и с натуральным фруктовым вкусом. Далее делегация отправилась на площадку строительства алюминиевого кластера. Вы оборудование покупали за свой счет? Мы совместно с региональным фондом. За счет фонда, да? Проекты развития, там программа одна. 50% мы дали, 50% мы свои вкладываем. Турецкая? Турецкая. Понятно. Соответственно, уже на стадии пусконаладки, даже уже пригласили специально турков. В течение 2 недель они приедут, уже будем тестово запускать. Следующий объект посещения уже в столице Ингушетии. Председатель группы «Сафмар» Микаил Тумгоев рассказал о новом IT-отеле, открытие которого запланировано на 27 сентября. А вот условия проживания здесь как-то есть понимание? Да, конечно. Здесь будут одноместные номера, 2, 3. Для... Срок проживания там ограничен? Нет никаких ограничений. Для студентов, допустим, если взять студентов, ограничений никаких нет. Пока они здесь учатся, это они могут пользоваться. Стоимость? Для студентов бесплатно. Пятиэтажный трехзвездочный отель будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. При этом он также будет работать, как и обычный отель для всех желающих. В нем предусмотрят более 40 номеров. Сергей Назаров отметил доступность номеров по ценовой политике для гостей и жителей региона. Еще один объект для посещения – это торгово-развлекательный центр, который строится на территории прилегающей к 100-метровой башне Согласия. А сколько этажей? Один этаж. Один этаж. То есть фактически вы когда хотите закончить? Октябрь 2025 год. 25-й год? Да, сентябрь-октябрь. Гостям подробно рассказали, какие объекты будут здесь размещены. Это 2 ресторана, зона фудкорта, кафе с летними террасами, кинотеатр, развлекательный центр и многое другое. Площадку перед башней Согласия в зимний период будет занимать искусственный каток. Сергей Назаров дал положительную оценку реализуемым проектам. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.